Каждый раз, приходя на президентские выборы, мы голосуем не только за ту или иную команду, за того или иного кандидата. Мы голосуем за наш выбор, который мы сделали 30 лет назад. За право строить свое государство, писать свои законы и жить по ним. За право выбирать своего президента, свой парламент. Многое нам пришлось пройти за эти 30 лет. Было и время давления, непонимания, безразличия, потом интереса. Многие на Западе, на Востоке поняли, что Абхазия – это субъект внутреннего законодательства и, возможно, субъект международного права, с которым можно и нужно налаживать отношения. Ну, разве не такую трансформацию прошло отношение к нам и Российской Федерации? Значит, будут и другие акты признания. Значит, мы будем признаны и другими странами. Но для этого, для того, чтобы вас признали, чтобы с вами говорили, чтобы вы представляли интерес, вы должны быть свободны, свободны, независимы. Только со свободными людьми говорят на равных. Только они представляют интерес как в обычной жизни, так и в международном смысле. В первом туре я проголосовал за Адгура Арцемба. Во втором туре я пойду и тоже проголосую за них. Не потому, что я являюсь каким-то безусловным сторонником их. И не потому, что у меня нет к ним вопросов. Вопросы есть. Но сейчас это не важно. Важно другое, что по факту эти люди противостоят команде, которая тянет нас в прошлое. Прошлое, в котором избранные сделали себе, нажили состояние на криптомайнинге, а все остальные платили из своих семейных бюджетов, чтобы оплатить переток. Прошлое, в котором ветеранов можно избить в День Победы и бросить их на улице. Прошлое, в котором можно было навесить на граждан ярлык иностранного агента по абхазским понятиям, навлекая позор на их и на их семьи. Но самое главное прошлое, в котором нам просто вдавливали в голову вот этот комплекс нашей ущербности, что мы ничего не можем, что наше государство не в состоянии защитить себя, не в состоянии представлять своих интересов, что мы не можем обойтись без иностранной помощи, трудовых ресурсов и так далее. Тому прошлому, в котором экс-власть, которой мы сопротивлялись 5 лет, хотела сделать из Абхазии просто какой-то сырьевой придаток, а нас, граждан страны, просто сторонними наблюдателями, которые бы не принимали никакого участия в жизни страны, а смотрели на события со стороны. Мы с вами не дали этому случиться. Мы обычные, простые граждане, которые пришли и выразили свою волю, которых не остановили ни техника, ни трехметровый забор, ничего. Мы там выразили свою волю. И теперь мы должны сделать шаг в будущее, а не в прошлое. 10 лет назад я имел честь представлять ваши интересы в парламенте Абхазии. Старался был открытым прислушиваться к вашему мнению. Я надеюсь, что и вы разделяли какие-то мои убеждения и шаги, которые я предпринимал для развития нашей страны. Теперь я вновь хочу обратиться к вам, жителям Сухума. Не оставайтесь дома, придите на избирательный участок. Это не просто ваша обязанность, это ваше право выбрать тот путь, по которому будет развиваться ваша страна. Не позволяйте кому-то воспользоваться вашей волей. Сами выразите эту волю. Может получиться так, что у вас нет очевидного выбора, что ни одна из команд не выражает ваши ожидания, все из будущего. Пусть так. У вас для этого есть возможность прийти и выразить свою волю даже против всех. Если она такова, придите и сделайте это. Тогда вы повлияете на курс развития страны. Вы выскажетесь против того,
что вам сегодня навязывают. Сделайте свой выбор, пускай это будет ваш выбор. Сегодня это сделать очень просто. Надо потратить час своего времени и опустить листок бумаги в избирательную урну. И вы сможете защитить свою страну на долгие годы. Но можно сделать иначе, остаться дома. И тогда вашим детям не хватит всего времени мира, чтобы исправить эту ошибку. Еще раз обращаюсь к вам. Придите, сделайте выбор, защитите нашу свободу. Шардан Тапсанра.